Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Действующим законодательством установлено, что граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае неуплаты взыскатель вправе сразу идти в суд. О взыскании задолженности по коммунальным платежам в судебном порядке мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Артур Гребнев, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики. Артур Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, начнем нашу беседу с очередности. В каком порядке осуществляется взыскание задолженности по жилищно-коммунальным услугам? Да, как вы правильно подметили, действующим законодательством установлено, что граждане и организации обязаны своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, оказываемые им. Обязанность по внесению платы за коммунальные услуги возникает у собственников жилых помещений с момента государственной регистрации права собственности, то есть с момента возникновения права собственности на такое помещение. Обязанность по внесению платы за коммунальные услуги для граждан, которые занимают жилые помещения по договорам социального найма, то есть в муниципальных государственных жилищных фондах, возникает, соответственно, с момента заключения договора социального найма. При этом обязанность по внесению такой платы возложена не только на основного нанимателя по договору социального найма, но и на членов его семьи, которые совместно с ним проживают и, соответственно, имеют право на жилое помещение, такое же право, как и у основного нанимателя. При этом здесь стоит отметить, что временное отсутствие граждан, собственников, нанимателей в жилом помещении не является основанием для освобождения от уплаты за жилье и за коммунальные услуги, но при этом в порядке, установленном правительством Российской Федерации, а именно в порядке, утвержденном постановлением правительства номер 354 от 6 мая 2011 года, есть возможность произвести перерасчет за оказанные коммунальные услуги на основании заявления потребителя. При этом для нанимателей социального жилья неисполнение обязанностей по внесению платы за коммунальные услуги может являться основанием для расторжения договора социального найма и, соответственно, выселения из государственного муниципального жилищного фонда. Зачастую на практике ресурсоснабжающие и коммунальные организации пытаются понудить должников к внесению оплаты, к погашению задолженности в так называемом претензионном, то есть досудебном порядке, путем доведения претензий, информации о размере задолженности, о сроках и порядке погашения такой задолженности. Но при этом закон не предполагает обязанность соблюдения такого претензионного порядка для обращения в суд. Это значит, что ресурсоснабжающие и коммунальные организации вправе без соблюдения такого порядка напрямую обратиться с заявлением о взыскании такой задолженности уже в судебном порядке, то есть в судебные органы. Какие суды рассматривают такие неоднозначные ситуации? Этот вопрос регламентирован Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, который предусматривает, что споры о взыскании задолженности по коммунальным платежам и платы за жилое помещение рассматриваются судами общей юрисдикции, то есть это мировыми судьями и судьями городских районных судов. Какой именно судья будет рассматривать возникший между потребителем и ресурсоснабжающей организацией спор, зависит от того, какой порядок избрал для себя взыскатель, то есть в лице ресурсоснабжающей организации, приказной или исковой порядок, и от суммы образовавшейся задолженности. Так, Гражданским процессуальным кодексом установлено, что мировой судья в качестве суда первой инстанции рассматривает гражданские дела о вынесении судебного приказа и гражданские дела по имущественным спорам, если сумма, соответственно, при цене иска, которая не превышает 50 тысяч рублей. Рассмотрим вот самое ходовое на практике, и самое основное из них – это приказное производство. То есть коммунальная организация при образовании задолженности обращается в адрес мирового судьи с заявлением о вынесении судебного приказа. Что такое судебный приказ? Судебный приказ – это постановление, вынесенное судьей единолично, если размер денежных сумм, который подлежит взысканию на основании такого заявления, не превышает 500 тысяч рублей.
Судебный приказ по существу заявленных требований, то есть по заявлению, которое поступило в адрес мирового судьи, рассматривается им в течение 10 дней со дня поступления заявления о вынесении, соответственно, такого судебного приказа. Скажем, что вынесение судебного приказа – это самый ходовой, самый основной способ, которым ресурсоснабжающие организации взыскивают задолженность со своих должников с потребителей. Ну, я думаю, что есть, наверное, и такие ситуации, когда должник просто не согласен с судебным приказом. Вот что тут делать? Да, конечно, такие ситуации бывают. Это очень важный момент, поскольку судебный приказ выносится без вызова взыскателя и без вызова должника, то есть без вызова сторон по спору, без полноценного судебного разбирательства, то есть судья на основании поступившего заявления рассматривает обоснованность такого заявления и обоснованность поступивших с этим заявлением документов, которые, соответственно, и обосновывают размер образовавшейся задолженности. В приказном производстве не допускается истребование дополнительных иных доказательств, вызов сторон, привлечение к участию в деле специалистов, переводчиков и прочее. То есть судья единолично рассматривает такое заявление и выносит судебный приказ. При этом судебный приказ, он одновременно сразу является и исполнительным листом. То есть для того, чтобы взыскать принудительно задолженность, которая указана в судебном приказе, достаточно направления этого судебного приказа в адрес службы судебных приставов для того, чтобы задолженность уже взыскивалась принудительно. То есть получение исполнительного листа по судебному приказу не требуется. Но при этом, да, действительно бывают такие, скажем, случаи, когда должник и не в курсе о том, что в отношении него возбуждено приказное производство, о том, что в отношении него вынесен судебный приказ. Зачастую граждане узнают об этом только после непосредственно получения судебного приказа или уже после возбуждения исполнительного производства службы судебных приставов. В таком случае законом предусмотрен порядок действий для должника. У должника есть право в течение 10 дней со дня получения судебного приказа представить возражение относительно его исполнения в адрес судьи, который этот судебный приказ вынес. При поступлении в установленный 10-дневный срок таких возражений от должника судья, вынесший судебный приказ, отменяет данный судебный акт и выносит определение, в котором также разъясняет взыскателю о том, что он не лишен права взыскать эту задолженность, но уже в порядке искового производства. Здесь важно отметить, что возражение должника, поступивший в суд по истечению установленного срока 10-дневного, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, от которого эти возражения поступили. Но если срок 10-дневный пропущен по уважительной причине, то тогда этот срок может быть судьей восстановлен, но для того, чтобы этот срок восстановить, необходимо документально подтвердить уважительность этих причин. Уважительными причинами могут являться нарушение или сбой почтовой корреспонденции, отсутствие должника в жилом помещении по месту прописки, по месту регистрации, которое подтверждается документально, нахождение его в отпуске, в командировке, и прочими документами, которые способны подтвердить то, что судебный приказ в действительности должником не получался. Таким образом, у должника есть всего 10 дней с момента получения копии судебного приказа, чтобы подать соответствующие возражения и этот судебный приказ отменить. А бывают такие ситуации, когда, например, начали долг взыскивать, и должник его платит, а по сути это случается так, что платить там и не за что? Да, бывает. И если такой случай наступил, здесь первоначально необходимо судебное решение, то есть судебный приказ, на основании которого эта задолженность взыскивается, отменить. Затем Гражданским процессуальным кодексом предусмотрена возможность поворота исполнения судебного решения. То есть это правило, при котором все то, что взыскано с должника в пользу взыскателя на основании решения суда, который впоследствии отменен, является основанием для того, чтобы эти суммы, которые взысканы, возвратить в адрес должника. При этом отмена судебного приказа уже является самостоятельным основанием для применения этого правила, то есть для применения поворота исполнения
судебного приказа. По правилам, установленным статьей 444 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд обязан по своей инициативе рассмотреть вопрос о применении правила поворота исполнения судебного решения. Но в случае, если суд этот вопрос не разрешил, то ответчик, должник вправе подать в этот суд заявление о применении этого правила, то есть о применении поворота исполнения судебного решения. Это заявление рассматривается в судебном заседании, и лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте его рассмотрения и могут дать какие-либо пояснения в судебном заседании. Кстати, не спросила о сроках. А каков срок исковой давности по гражданским делам, о взыскании коммунальных платежей? К спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общеустановленный законом трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении, соответственно, своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите таких прав. При этом требование о защите нарушенного права истца, заявителя, принимается судом независимо от истечения сроков исковой давности, то есть, несмотря на их истечение, суд такое заявление к рассмотрению все равно примет. При этом в случае, если в исковом заявлении указывается о взыскании задолженности за период свыше 3 лет, то есть общего срока исковой давности, следует обязательно об этом заявить в суде, то есть о том, что истцом срок исковой давности пропущен, поскольку исковая давность, правила исковой давности применяются только по заявлению стороны в суде, сделанному до вынесения судебного решения по спору. И истечение сроков давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судебного решения об отказе в удовлетворении заявленных требований. То есть буквально пока сам не обратишь на это внимание, оно так и будет продолжаться. Артур Сергеевич, заключительный вопрос. Что будет после отмены судебного приказа, если ресурсоснабжающая организация намерена взыскать задолженность? Здесь следует помнить, что отмена судебного приказа не влечет за собой прекращение обязанностей по внесению платы. Если задолженность образовалась обоснованно, то эта задолженность с отмены судебного приказа не отменится. После отмены судебного приказа в определении о его отмене взыскателю разъясняется, что он может в исковом порядке обратиться в суд. Соответственно, если судебный приказ отменяется, то взыскатель может уже обратиться в суд не с заявлением о выдаче судебного приказа, а с полноценным исковым заявлением, которое рассматривается в течение 2 месяцев по общему правилу. Если исковое заявление рассматривается мировым судьей, то срок установлен в течение 1 месяца. Но при этом, в отличие от приказного производства, по такому спору в порядке искового производства судья извещает, суд извещает и взыскателя, и должника о дате и времени судебного разбирательства. У должника, у ответчика появляется возможность представить свои обоснованные возражения на заявленные исковые требования, привлечь к участию в деле свидетелей, специалистов, экспертов. То есть в таком случае уже начинается полноценное судебное разбирательство. Угу. Ну что ж, стало более-менее понятно. Большое спасибо, что нашли для нас время. Я думаю, что многие наши зрители сделают для себя необходимые выводы. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.